И вновь здравствуйте, дорогие друзья. Вторник, 8 апреля 2025 года, 9 часов утра в Башкортостане. Для нас с вами теперь уже вновь ставшее привычным время, когда мы начинаем утренние встречи в формате аспектов республики. Я ваш покорный слуга Руслан Валиев. И все те, кто готов смотреть правде в глаза, смотреть на эту правду вот под таким углом, под которым смотрим мы. А я думаю, что ни для кого не секрет. Наш выбор, который мы сделали по отношению к главным событиям в стране и вокруг нее, это самый непростой выбор на сегодняшний день. Самый, кто-то скажет, недальновидный даже, кто-то скажет, ущербный выбор. Недаром некоторые придворные блогеры все чаще и чаще пишут публикации в социальных сетях о том, что смотрите-ка, не на ту лошадку поставили там перебежчики, предатели, враги и так далее. Они думали, что вот будет вот так все плохо-плохо, что все развалится и рухнет, что страна, как они пишут, страна проиграет, а не тут-то было, страна не проигрывает. Опять-таки, я поясняю, это их терминология, я-то, в общем-то, делю страну и государство. Значит, с экономикой, да, не без проблем, но все в порядке, люди продолжают жить, работать, даже зарабатывать больше кто-то. И, в общем, все у них есть, айфоны покупают, даже автомобили умудряются покупать, в том числе и европейского производства. Таким образом, вот эти блогеры, пытаются вынудить, что ли, по-своему заставить уехавших независимых журналистов и людей с совестью признать свои ошибки, поджать хвост, вернуться и попросить прощения. Потому что, дескать, жизнь показала неправоту тех, кто осудил политику Кремля. Но эти люди, вот эти блогеры, с позволения сказать, забывают, что во главе угла у этих самых перебежчиков или предателей, как они называют, в основном другие мотивы. Это не поиск счастливой лучшей жизни, это, в конце концов, совесть и стыд за то, что делает твоя родина руками того государства, которое сформировалось на территории твоей родины. Это тот же самый стыд, который испытывали и продолжают, кстати говоря, испытывать многие граждане ФРГ, например. Эти граждане до сих пор опускают глаза и боятся говорить о Третьем Рейхе и о преступлениях, совершенных этим самым Третьим Рейхом. В общем, аналогии понятны, сравнения понятны, и ситуация, я думаю, что нашим зрителям близка и также понятна. Лара, Руслан, Азамат, Яма Башкорт, Юля и еще один зритель наш, Азат Нетворк, присоединились. Значит, все в порядке. Можем потихонечку погружаться в контекст. Давайте посмотрим новости по итогам вчерашнего дня. Что же в стране и в мире происходит. А там, надо сказать, прямо такие тектонические процессы идут и вызывают любопытные реакции. Давайте смотреть. Обвал на фондовых рынках продолжился по всему миру из-за введения тарифов для ряда стран, у которых объявил на прошлой неделе президент США Дональд Трамп. Азиатские площадки закрылись падением ключевых индексов на 7-13%. Торги в Европе, а затем в США также оказались в красной зоне. Тем временем Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%. По его словам, они будут введены, если Пекин не отменит ответные тарифы. Тем временем власти Евросоюза, по сведениям агентства Reuters, могут ввести 16 апреля встречные пошлины на промышленные товары из США в 25%.
Телеканал «Франс-24» показал видео российского удара по Кривому Рогу. Министерство обороны России уверяло, что целью был ресторан, где собрались военные. Однако запись камеры наблюдения, установленной в заведении, свидетельствует, что военнослужащих в нем не было. Жертвами атаки в пятницу стали 20 человек, 9 из них – дети. Роскомнадзор утверждает, что администрация Telegram удалила по его требованиям 373 тысячи публикаций и каналов. В ведомстве подтвердили, что настаивали на удалении канала ВЧК ОГПУ с более чем 1 миллионом подписчиков. При этом вопрос о причинах его блокировки чиновники предложили переадресовать представителям мессенджера. В Петербурге из СИЗО выпустили 8-классницу, которую арестовали в декабре по обвинению в призывах к терроризму. Об этом пишет издание «Русньюз». При этом новая мера пресечения для 16-летней Е. Багровой остается неизвестной. Поводом для уголовного дела стали фото на школьном стенде представителей русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне ВСУ. МВД России объявило в розыск миллиардера Кондрашова. Это бывший владелец Соликамского магниевого завода. Предприятие было национализировано в прошлом году. Телеграм-канал «База» утверждает, что бизнесмена заочно обвинили в мошенничестве, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Социальная сеть X, которая принадлежит Илону Маску, будет помечать пародийные аккаунты. Маркерами будут слова «фейк» или «пародии» в начале имени пользователя. Платформа также потребует от владельцев таких страниц не использовать фото тех людей, которых они высмеивают. Изменения вступят в силу 10 апреля. Таким образом, мы видим последствия для мировых рынков. Фондовые рынки – это как индикатор настроения инвесторов. Соответственно, эти рынки падают, идут бурные распродажи. Очень сложно лично мне представить себе, как может измениться ситуация в мировой торговле, а вследствие этого и в экономике в результате введения таких огромных пошлин, о которых говорит Трамп. Но если предположить, даже на секундочку, что реально в 50% пошлина на все китайское в США может быть введена, конечно, Китай очень серьезно в этом смысле пострадает, потому что для него внешнеторговым партнером номер один остается США, поскольку это крупнейшая экономика, опять же, являющаяся потребителем китайских товаров и услуг. Я надеюсь, это ни для кого не секрет. Значит, что касается удара по Кривому Рогу, в общем-то, вчера было все сказано, здесь, наверное, добавить нечего, и нет никаких сомнений и удивлений в том, что телеканал «Франс-24» показал этот ролик. Ну а вот Telegram, который удалил канал ВЧК ОГПУ и целый ряд якобы других публикаций, мягко говоря, разочаровывает, дорогие друзья. Вот смотрите, на сегодняшний день это единственный массовый такой канал связи, который позволяет нам с вами быть друг у друга на виду, скажем так, без каких-либо ограничений и использования средств обхода этих ограничений. Но практика последних месяцев, и вот эта конкретная практика из этой новости о чем говорит? О том, что не все так просто. Судя по всему, администрация мессенджера Telegram начала все больше и больше сотрудничать с правительствами России, в частности, и вообще разных стран, если говорить в целом. То есть на территориях отдельных стран выполняются те или иные объемы требований этих стран. И в результате как бы реально срабатывает цензура и срабатывает ограничение свободы слова. Хотя мессенджер продолжает себя позиционировать как территория свободная от этой самой цензуры. В общем, будьте осторожны, в том числе переписываясь между собой на щекотливые темы в этом самом мессенджере. В нем есть возможность использовать так называемый секретный чат. Вроде бы до сих пор вот эта функция действительно является безопасной, но это не очень удобный вариант общения на регулярной основе. Я думаю, те из вас, кто в тему погружен, понимают, о чем я говорю. Вот, значит,
Ваша активность в чате радует. Азамат пишет, что сегодня отмечают День анимации. Пишет, что 113 лет назад в России, в Российской империи впервые показали мультипликационный фильм. Интересно, уже 113? Неужели так давно? Ну, в общем-то, да, если это начало 20 века, то это может быть. Ну, а Стобабовна сообщает, что трек «Хамай» возглавил украинский чарт Apple Music. Какая прелесть. Очень интересно. Я все жду, когда услышу этот трек от кого-то из тех, кто ходит со мной на языковые курсы. Я напомню, это в основном представители Турции, а также нескольких других стран, скажем, Ближнего Востока, Палестина, Афганистан. Собственно, что еще? Все. Ну и, естественно, из Украины люди. Пока не слышал. Пока не слышал. Посмотрим. Потому что иногда некоторые из них включают музыку. Вот, а может быть, кто-то спросит даже. Очень будет любопытно. Так, в чате телеграм-трансляции также у нас есть зритель, наш постоянный зритель Зайнулла, которого мы любим и ценим, но предостерегаем все-таки от его антисемитской риторики, которую он иногда включает и очень активно включает в чате. Вот. А то, что касается сообщения «Просыпается Россия», это нормально. Окей, замечательное сообщение. Так. Ну а в чате Шазам Хамай на 4-м месте, пишет Азат. Это, видимо, мировой чарт Шазама. Я, кстати, зашел в Шазам этот чарт увидеть, я его не нашел. Как в приложении его найти, так и не разобрался. Как-то быстро на лету делал. Зачастую вот именно хит-парады, чарты, то есть найти не так просто с первой попытки в тех или иных приложениях. В той же Яндекс.Музыке, например, или в Шазаме не всегда получается сходу. Ну что ж, давайте пишите дальше, что вы об этом и о многом другом думаете. Ну, а мы дальше к новостям республики. Здесь, конечно же, ни дня без каких-то стыдных и позорных вещей. Муниципальное предприятие «Центр патриотического воспитания молодежи», учредителем которого является Комитет по делам молодежи Уфимской мэрии, ищет подрядчика для поставки трофейной военной техники стран НАТО из Верхней Пышмы. По данным сайта госзакупок, учреждение готово заплатить за услуги до 4 миллионов 900 тысяч рублей из собственных средств. В итоге электронного аукциона подведут 9 апреля уже завтра. До 1 мая победитель конкурса должен будет привезти 10 единиц техники американского, немецкого, британского, французского, канадского, турецкого и украинского производства. В список вошли 2 БМП «Брэдли» и «Мардер», бронетранспортеры «Спартан», ВАП, М113, бронеавтомобили «Кирпи», «Макспро», «Рошель Сенатор» и «Козак». Техника будет показана по планам мэрии на площади имени Ленина в рамках выставки «Сила в правде. Гордость и победа». Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ну, то есть, окончательно память о войне, о святой победе решили испачкать, извалять в грязи, дискредитировать, сделать разговоры об этом все более и более стыдными. Но, как говорится, будем верить в то, что окончательно им это сделать не удастся, и мы сохраним память о той победе и будем о ней говорить как о действительно значимом событии, доносить эту информацию до потомков и вкладывать в эту победу главные 2 смысла. Это память и скорбь о погибших и принцип «никогда больше». Тот самый принцип, с которым жили и умирали все эти десятилетия настоящие фронтовики, которые прошли ту войну, которые стеснялись о ней рассказывать, представляя все те ужасы, которые несет в себе любая война. И главный принцип, чтобы не было войны и те самые там 100 или там сколько грамм
на праздник 9 мая. Вот эти смыслы, они остались в памяти людей, у которых есть совесть. Эти принципы обязательно вернутся во главу угла. И никакая техника демонстрироваться с новыми смыслами, с этой самой несчастной буковкой «В» не будут. Так. Вчера в Твиттере участвовал в споре, почему СССР ввел понятие «Великая Отечественная война» вместо общей Второй мировой. Ну, там, я думаю, что история вполне себе понятна и известна. У Советского Союза были свои геополитические задачи, ну и вообще внутри страны было важно показать значение, опять-таки, ну, если уж так совсем упрощать. Мне кажется, вопрос не столь принципиально важный на сегодняшний день, хотя, почему бы и нет, интересно. Ну вот вы пишете, да, что, возможно, ввели это понятие, чтобы не было ассоциации с вторжением СССР в Польшу, Финляндию, а также страны Балтии. Ну, по большому счету, внутри страны вот эти операции, они и так не назывались вторжением. Это все были так называемые специальные военные операции, продиктованные внешними вызовами в результате провокаций деятелей этих самых стран. Ну, например, финских милитаристов, которые, дескать, атаковали советские границы. Хотя доподлинно известно, что советские границы атаковали советские же силы сами себя для того, чтобы продемонстрировать якобы атаку извне. Всякий раз диву даешься, когда вот такого рода легендам люди верят. Ну, кем надо быть вот тем вот странам, тем сторонам, чтобы лезть с какими-то атаками на заведомо превосходящую по мощи, масштабам страну? Но это надо быть самоубийцами и полными идиотами. Ну, каковым в итоге оказался, например, Адольф Гитлер, глава Третьего Рейха. То есть заподозрить его в трезвости ума этого человека вряд ли возможно. Ну, а все остальные-то более-менее вменяемыми были. И, в общем-то, нынешнее руководство соседней страны, о которой мы все время говорим, то же самое. Предположить и заподозрить в странностях психики этих людей, по крайней мере, мне невозможно ровным счетом никак. Так. Нынешняя молодежь, пишет Марат, ссылается на какую-то литературу про Солженицына, где после прочтения очень сильно оскорбляют Солженицына. Такая нынешняя молодежь. Ну, знаете ли, я не обобщал бы, но я примерно понимаю, о ком вы говорите. Такие люди есть. А благодаря промывке мозгов молодежь также меняется. К сожалению, меняется, и это очень сложная проблема, с которой как-то, опять же, надо будет иметь дело. Если будет, конечно, возможность. Нужно будет очень больно ударить этих людей мордой в пол, как говорится, да, для того, чтобы они осознали всю порочность и ошибочность той линии, которую занимает государство, и они, в частности, занимают в результате воздействия этого государства на их умы. Мы еще с вами увидим вот эту выставку, о которой мы начали говорить. Мы еще будем об этом с горечью разговаривать, смаковать, так сказать, фотографии, видеоролики с этого события и делать новые и новые печальные выводы из того, что мы видим. Вся та история, которую нам преподавали в школе, ложь, Клара Целкина пишет. Я понимаю, о чем вы говорите. Единственное, наверное, позволю себе поправить. Ну, не вся ложь, а просто очень выборочная эта история. Действительно, наша история, история Отечества, как нам ее называли в последние десятилетия, она очень выборочная и такая москвоцентричная, да, то есть препарированная, разумеется. В нас вкладывалась вот эта странная и ничем не объяснимая мысль, что страна, которая никогда ни на кого не нападала, каким-то образом расширилась до бескрайних границ и стала самой большой в мире. Я помню, кстати, свои на этот счет рассуждения. Мне это казалось странным. Я искал ответы, ну, хотя бы в школьном учебнике, а почему же так произошло. Но там всегда действительно было сказано, что
Либо враг пришел со стороны, спровоцировал войска там, Российской империи, те были вынуждены отвечать и в результате присоединили территорию вчерашних врагов, либо соседи этих поверженных врагов, видя всю мощь государства и видя необходимость оказаться под его защитой в лоне счастливых народов, сами обращались к царю, а потом императору для того, чтобы их приняли в свое подданство. Никаких завоевательных походов, никаких колониальных завоеваний якобы не было никогда, хотя мы прекрасно сегодня понимаем, что это было не так. Это было совершенно не так. Дальше идем к другим новостям, менее, конечно, значимым, но опять-таки мы должны о них говорить. Прокуратура внесла представление главе администрации города Кумертау Олегу Астахову в связи с нарушением прав жителей на благоприятную окружающую среду и участие в жизнедеятельности города. Вы посмотрите, прокуратура требует от мэра обеспечить хорошую экологию и обеспечить участие горожан в жизнедеятельности города. Потрясающе просто. Это что за прокуратура такая? Нам бы везде такую прокуратуру, во всех городах и селах и на уровне всей страны. Поводом для внимания прокуратуры, пишет «Коммерсант», стали планы городских властей разрешить компании «Союз Промптица» строительство завода по убою и глубокой переработке мяса птицы на сельхозугодьях на севере города Кумертау. Вот так вот. В то же время, указывает надзорное ведомство, на сегодняшний день в городе не проходило публичных слушаний и общественных обсуждений, на которых граждане одобрили бы соответствующие изменения в генплан. Слушайте, прокуратура, вы в Уфе что-нибудь подобное вообще можете сделать хотя бы иногда? Обратите таки внимание мэра и его других подчиненных на то, что у нас нарушаются вот эти самые права граждан на участие в жизнедеятельности города. А уж про нарушение прав на благоприятную окружающую среду и говорить не приходится. Это буквально на каждом шагу. Ну а в Благовещенске, это город под Уфой, ищут участников массовой драки, которая случилась из-за громкой музыки. Весна вступила в свои права, буквально уже чуть ли не летняя погода в республике порой бывает. И люди все чаще, а именно молодежь, все чаще гуляют, веселятся и стараются жить обычной мирной жизнью. Стычка, которая случилась возле бара «Васаби», попала на видео. Предварительно причиной стала громкая музыка, а итогом стало разбитое авто. На видео можно увидеть, как толпа молодых людей танцует и подпевает музыке, которая несется из отечественной легковушки. Время, судя по всему, позднее, пишет Уфа-1. В какой-то момент туда прибегают другие люди и начинают ломать автомобиль. Все это сопровождается словесными оскорблениями в обе стороны. В МВД отмечают, что уже нашли владельца машины и активно ищут остальных участников инцидента. В комментариях местные жители сообщают, что такие гуляния регулярно проходят около данного заведения. И якобы его уже несколько раз закрывали, но оно открывалось снова. Получить комментарии у владельцев заведения журналистам не удалось. В кафе-баре «Васаби» на улице Демьяна Бедного в Благовещенске сообщили, что инцидент произошел в баре на улице Седова, который был продан несколько лет назад и к ним уже никакого отношения не имеет. Однако в здании на улице Седова нет указаний, что там есть бар или другой общепит. В 2021 году на официальной странице кафе «Васаби» сообщалось, что бар на Седова будет работать по пятницам и субботам с 19 вечера до 5 часов утра. В общем, вот так вот весело у нас с вами в некоторых местах происходит выпускание пара местными жителями в отношении друг друга. Тут особо выводов каких-то не сделаешь, но, в общем, такова жизнь. К другим важным новостям. По Баймакскому делу у нас с вами новые данные. Суд в Оренбурге огласил приговор еще 5 фигурантам Баймакского дела. Решение принял промышленный районный суд Оренбурга.
По словам источника, Ильмира Ахатова, Азата Кусарбаева, Айдара Магадеева и Санию Узянбаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима, Азамата Аминева к 4,5 годам. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках по 212 статье Уголовного кодекса и применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Прокуратура запрашивала для этих обвиняемых куда большие сроки. По данным журналистов, представитель надзорного ведомства просил приговорить Кусарбаева, Магадеева, Ахатова и Узянбаеву к 10 годам колонии каждого, а Аминева к 8 годам, о чем мы с вами ранее в эфирах наших говорили. Таким образом, еще несколько фигурантов добавились к группе тех, в отношении которых вынесли приговоры. Таким образом, их количество приближается к 40. Почти половина узников Баймака уже имеют приговоры как минимум судов первой инстанции. Ну а по некоторым из них вот-вот будут проходить апелляции в верховных судах Удмуртии и Самарской области. Это как минимум то, о чем мы знаем, то, о чем говорили вчера. На этом фоне мы регулярно получаем все новые и новые обращения жителей республики к Путину, в частности, с просьбой объявить амнистию к 80-летию Победы и включить в списки по амнистии узников баймакского дела. Буквально вот в эти минуты на канале «Аспектов» в Ютубе появился очередной ролик, где буквально бабушка, которую представили активисты как ветерана тыла, обращается на башкирском языке к Путину с просьбой освободить баймакских узников. Что тут скажешь? Надежда должна быть, она не должна людей покидать. Молодцы активисты, что не сидят все-таки сложа руки и пытаются что-то делать. Можно по-разному относиться и к Путину, и к государству в целом, но свобода людей, возвращение отцов к семьям, к детям в данном случае, конечно, важнее. И не важны те мотивы, даже прикрываясь, скажем, которыми государство может пойти на этот шаг. Мы с вами уже об этом говорили. Это все из разряда переливания из пустого в порожнее, скажем. Свобода все-таки важнее. И вот история одного из участников протестов в Баймаке, Самата Давлетова, которого следствие считает организатором. Мы с вами зачастую перечисляем имена узников Баймака и не знаем толком, что это за люди, кто такие эти люди. И вот каждый раз, когда коллеги из замечательного издания из США публикуют истории об этих людях, мы стараемся эти истории подхватывать, чтобы хоть немножечко понимать, о каких людях идет речь. Так вот, Самата Давлетова следком считает одним из организаторов. В материалах дела множество показаний силовиков, в том числе так называемых засекреченных. И это ужасно. Значит, его родственники рассказывали, что задержали Самата Давлетова 26 января 2024 года. Суд тут же удовлетворил ходатайство Следственного управления и отправил его в СИЗО. Источник, знакомый с ходом следствия, уточнил, что Давлетов первоначально был объявлен в розыск и через несколько дней был задержан в Белорецком районе Башкортостана. Из картотеки дел на сайтах судов следует, что Ленинский райсуд Уфы в течение 2024 года 4 раза продлевал Давлетову срок содержания под стражей. В открытых источниках о Давлетове минимум информации. Его аккаунт во ВКонтакте открыт только для друзей. В телеграм-канале его группы поддержки в январе 2024 года было опубликовано лишь 3 сообщения. С тех пор канал не обновлялся. Самат Давлетов родился 22 сентября 1989 года в селе Халилово Абзелиловского района. До ареста он также там и жил. Работал водителем в компании «Авторитет» в Магнитогорске. Один из активистов рассказал, что Самат раньше занимался извозом. У него была «Газель», он возил пассажиров до Магнитогорска и обратно, как такси. В последнее время до посадки он был фермером, держал коней, кобыл. Сейчас за лошадьми следит его отец.
Активисты сообщали, что в 2011 году Самат окончил Уральский государственный университет физической культуры в Челябинске. Также он женат, и у него 2 детей. Судя по найденным сообщениям, он активно занимался спортом, участвовал в различных соревнованиях, занимал призовые места, например, в открытом турнире Северо-Востока Республики по грэпплингу ADCC Tarkhan Open O. По некоторым данным, Давлетов был активным общественником. Он выступал, например, на одном из сельских сходов в Абзелиловском районе, который прошел в феврале 2023 года. Тогда жители требовали прекратить незаконную добычу золота на их землях. Давлетов заявил, что является патриотом своей страны и своих земель. Значит, в начале лета 2024 года стало известно, что Давлетова и нескольких других обвиняемых по Баймаку Следственный комитет выделил в особую группу так называемых организаторов. Значит, согласно материалам, Давлетов, по версии следствия, был одним из координаторов массовых беспорядков на месте. Значит, из материалов дела что следует? Аюпов, Байгускаров, Мухаметов в целях достижения задуманного в период до 17 января 2024 года приискали из числа жителей Башкортостана, не согласных с привлечением Алсынова к уголовной ответственности: Якупова, Ахмедина, Давлетова, Елкибаева, Гайсина, Хусаинова и Рахматуллину, которым предложили принять участие в организации массовых беспорядков возле здания Баймакского районного суда. Это цитата из материалов уголовного дела. Вы только послушайте. Предложили принять участие. То есть сидят такие, значит, активные ребята, звонят другим и говорят: я тебе предлагаю принять участие в организации массовых беспорядков. Пойдем организуем массовые беспорядки. Давно не было массовых беспорядков. Очень нам они нужны. Ты, пожалуйста, присоединись к организации массовых беспорядков. Мы их вместе организуем, и тогда они произойдут. Это в каком надо быть состоянии, чтобы представить себе, что такие вещи могут происходить в реальности. В общем, вот, друзья мои, источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что некоторые обвиняемые и их защитники обжаловали решение, об этом мы уже с вами сказали, да. Ну, в общем, так. Радостного пока мало, но что есть, то и есть, как говорится. Слушаю вас, Руслан, о наших ребятах в Баймаке. Мурашки по телу, если честно, слов нет, пишет Фандида Рахматуллина. Да, к сожалению, это так. Это так, и буквально день ото дня мы получаем эти новости. Уж насколько они не являются вроде бы неожиданными, так ведь мы все это прекрасно понимаем. Но лично мне с первого дня было ясно, что будут давать многолетние сроки. Был вопрос лишь в том, будут ли они двузначными или однозначными. Мы видим, что для участников пока сроки ограничиваются однозначными величинами, то есть там от 5 до 8, ну от 3,5, давайте быть объективными. Ну а вот организаторам, в частности, герою этой публикации, могут дать, конечно же, уже более значимые сроки. Дальше двигаемся. Медиаплатформа Пруфы без указания автора под подписью «Редакция» пытается делать аналитику и рассуждать на тему того, что происходит в политике Башкортостана. Ну, надо сказать, тут отдельно отметить, что поливание грязью, давление со стороны пропагандистских телеграм-каналов, близких к республиканской власти, каналов, которые поддерживают политику власти республики и страны в целом. Так вот, там травля продолжается. Рауфу Рахимову лично и весь ее коллектив пытаются смешивать с грязью буквально день ото дня, обращая внимание на буквально каждое движение, каждую публикацию. Вот ополчились на днях, что, дескать, Рауфа Рахимова сама села у микрофона для того, чтобы подвести итоги недели, якобы потому, что некому это стало делать.
Рамиля Рахматова, как известно, нет, он теперь на войне вновь. Вот, другим, видимо, некому, то ли испугались, то ли разбежались. В общем, смакуют как могут. И про вашего покорного слугу, надо сказать, не забывают. Причем в странном довольно ракурсе, называя меня их агентом влияния здесь. Ну, как говорится, каждому свое. Велика, как говорится, ширина этой самой фантазии, которая может быть в головах людей. Ну, а здесь публикация все-таки. Называется она следующим образом. Как лорды при Хабирове не могут поделить место у тела, и причем тут ресурсы Зауралья. Чем материал любопытен, это тем, что здесь разбирают ситуацию, которая, возможно, действительно имеет место быть вокруг Радия Хабирова. Речь про внутривидовую борьбу. То, что мы с вами, как говорится, любим больше всего. Тут, значит, исполняющего обязанности руководителя администрации Азата Бадранова противопоставляют вице-премьеру Азамату Абдрахманову, тому самому бывшему мэру Ишимбая, который накануне главных событий на Куштау со словами нецензурными разгонял палаточный лагерь. Значит, как известно, я цитату возьму, «золотодобывающую отрасль в свое время курировал Бадранов в ранге вице-премьера. Он мог быть прекрасно осведомлен обо всех схемах, финансовых потоках, ручейках и серых зонах, существующих в этой сфере. После ухода Бадранова на СВО контроль над отраслью передали другому вице-премьеру Абдрахманову. И их отношения, по слухам, стали куда более напряженными. Вернувшись в республику, Бадранов мог захотеть вернуть контроль над потоками из Зауралья, но и Абдрахманов явно не захотел расставаться с курицей, несущей золотые яйца. В общем, вокруг вот этого возможного конфликта идет все это самое рассуждение, идет сравнение внутрибелодомовских конфликтов с тем, что происходило раньше, во время работы предшественников Хабирова, Хамитова, соответственно, и даже Муртазу Рахимова вспоминают. Значит, тут ссылаются на неких источников, на людей, кто имеет отношение к Белому дому, и якобы те сплошь и рядом подтверждают, что внутри та еще грызня, и ни о каком единстве команды речи не идет. Знаете, я тут не могу не поделиться своими, как говорится, наблюдениями, которые имел возможность фиксировать раньше, часто бывая в Белом доме, видя, как люди между собой общаются, при этом, ну, знаете ли, буквально случайно. И да, здесь Америку мы с вами не открываем. Действительно, в попытках и желании получить новые карьерные и, возможно, финансовые ресурсы, люди действительно ревностно относятся к успехам друг друга. И поэтому здесь я бы под сомнение такого рода теорию не ставил. Вот. Что с этим делать? Да ничего. Просто сидеть и наблюдать, запасаясь, как говорится, попкорном. Принципиально это все ничего не изменит. Мы с вами прекрасно знаем, что неважно вообще, кто находится во главе Республики Башкортостан. На мой субъективный взгляд, туда можно хоть черта лысого посадить, это не будет иметь никакого значения. Если и есть какие проблемы, которые можно и нужно решать, решать их нужно совершенно в других местах. И только потом обращать внимание на тех персоналей, которые управляют республикой. Именно поэтому я иной раз сосредотачиваю, скажем так, всю мысль на том, что не тем заняты люди, критикующие исключительно Радия Хабирова. Ни к чему его смена не приведет. Ни к чему хорошему, я имею в виду. К плохому вполне может привести. Это снова сфера, дележка сферы влияний, снова расстановка новых людей, снова, значит, выяснение отношений долговременное. Во время этих дел обычным людям, как правило, легче не становится. Как-то так. Что еще остается? Башинформ не так много, по крайней мере, у меня в подборке от них сегодня новостей. Заявляет, что
наступившей весной в республике должны появиться аж 135 новых аллей. В рамках акции «Зеленая Башкирия», которая пройдет с 19 апреля по 10 мая, причем единый день по всей республике будет 26 апреля, в республике планируется высадить эти самые аллеи буквально повсюду. Мероприятие в целом посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события в республике появятся тематические аллеи. Так, в Стерлитамаке на проспекте Октября посадят аллею из 80 берез. В Салавате посадят 80 лип. А в Октябрьском в Парке Победы посадят 80 елей. Ну, прям-таки круто. Всего текущей весной планируется высадить 7700 крупномеров и 67 тысяч прочих саженцев. Ну, то есть маленьких. Мы их называли сеянцами. Если говорить про вот такие годовалые или двухгодовалые ростки хвойных пород. Обычно ими засаживают делянки, места вырубок или просто под пологом леса, там, где хотят естественным путем произвести смену древостоя. Под пологом, например, сажаются без проблем теневыносливые культуры, такие как ели. А, например, сосна под пологом может расти, но с трудом, потому что сосна – это светолюбивая порода. Вот так вот вспоминаю, соответственно, знания. Так, по Валиеву нет разницы между Миннихановым и Хабировым, получается, пишет Заки Валиди. Да, хороший вопрос, кстати. Я согласен с вашим вот этим возмущением. Но видите ли, в чем дело? Я об этом уже говорил в эфирах. Разница, конечно, есть, и она огромна. Но сейчас неоткуда появиться условному Минниханову, который занял бы пост главы Башкирии. Минниханов – это продукт 10-летней, 20-летней выдержки. Это преемник Ментимера Шаймеева. Сейчас такой человек в республике появиться не может, потому что у нас давно эта система сломана. В нынешних условиях, в тех реалиях, в которых находится Россия, никто, даже самый гениальный человек, не может прийти во главу Башкортостана и начать менять ситуацию. Просто потому, что у него нет на это никаких прав и полномочий. Только поэтому. Если бы мы с вами говорили сейчас о событиях 2005 или, в крайнем случае, 2010 года, я бы сказал, да, есть смысл сменить одного на другого, потому что есть шанс, не все потеряно. Сейчас поезд ушел. Поэтому, еще раз, хоть черта лысого во главу республики можно поставить, и это ничего не изменит. Вот и все. Хотя вы правы, что, конечно же, губернаторы по эффективности, качеству работы и пользе для своих регионов, конечно же, отличаются. Конечно же, отличаются. Но, опять же, отличались они больше в предыдущие годы. Условно, нынешний Минниханов не сильно лучше нынешнего Хабирова. Вот что важно. Чуть-чуть лучше, наверное, по некоторым деталям. Но в целом, по большому счету, и он уже совершенная марионетка в руках вертикали власти. И те успехи, которые продолжают формироваться в Татарстане, это успехи, заложенные предыдущими 2 или даже почти 3 десятками лет правильных действий. У нас эти действия не совершены, сейчас их совершать поздно. Вот о чем я хотел сказать. Ну а ребята из городского телеканала ЮТВ вместе с замечательным геологом Исхаком Фархуддиновым, я напомню, он был одним из защитников Куштау, был одним из идеологов защиты Куштау, приходил в эфиры в СМИ, к нам, в частности, на «Эхо Москвы», и объяснял уникальность Шаханов в целом, и Куштау в частности. В одну из поездок, по-моему, в самый финальный день, 16 августа, мы даже вместе ехали в одном автомобиле. Вот. Так вот, они вместе сняли фильм про то, как уральская медь изменила мир. Классный фильм с точки зрения геологии, красоты, вообще о том, откуда медь, для чего она нужна, и каким образом на Урале ее много, как ее добывали и так далее. Вообще, сами понимаете, тема добычи полезных ископаемых для нас очень сложная тема. Она болезненная одновременно и, да, в общем, болезненная, наверное, даже в большей степени скажем. Но надо понимать, опять же, да, вот если бы мы с вами говорили о том, чтобы в результате добычи тех или иных полезных ископаемых, в том числе меди,
богатели жители республики и развивалась республика, наверное, мы бы смотрели на это немножечко иначе. Да, действительно, с течением времени, там, на протяжении 300 лет, из Урала, Южного Урала в частности, выкачиваются богатства, уничтожается местный ландшафт, портится природа в целом, там водные ресурсы, пастбища и так далее страдают в конце концов люди. При этом доход от происходящего оседает совершенно в других местах. Вот это несоответствие, вот эта несправедливость, она прежде всего нас с вами и возмущает. Сама по себе рациональная, ресурсосберегающая добыча полезных ископаемых пугать не должна. Это на мой взгляд, поэтому, в общем-то, молодцы коллеги, что показали, как это выглядит. Мне кажется, чем больше людей будут смотреть, понимать эти процессы, тем больше будет, опять же, осознание того, насколько самодостаточная и богатая земля Республика Башкортостан. И предполагать шаги, которые можно совершить для того, чтобы это все пошло во благо тех людей, кто живет на этой замечательной земле. Скажу вам так. Так. Фируза спрашивает, подскажите, пожалуйста, как переубедить хотя бы свое окружение, что не стоит верить телевидению? Ой, знаете, это сверхзадача, которую очень непросто решить. Я скажу вам так, ее практически невозможно решить, поэтому даже не пытайтесь. Здесь медицина бессильна, уж простите. Только жесткие меры могут, мне кажется, исправить ситуацию. За редким исключением. Отдельные люди, обладающие незаурядным интеллектом, способные к критическому мышлению, способные воспринять альтернативную информацию. В остальном, мне кажется, разговоры на кухне, за столом, на заваленке, еще где-то результата не дают. Это приводит лишь к конфликтам. Я думаю, что вы и без меня это хорошо знаете. Где-то осторожно забрасывать удочки можно. Ну вот, показывайте там, я не знаю, события. В Кривом Роге, например. Лакивариди уточняет тогда, почему у них нет у Татарстана места Монсонам, Прочаковским, Зубрам. Ну, это же такая, знаете ли, комедийная часть происходящего. А знаем ли мы, что у них там есть? Знаете, я как аргумент приведу поступок Минниханова, который, мягко говоря, гораздо хуже, чем Прочаковские, Монсоны и Зубры. Он был первым, кто наградил сына Рамзана Кадырова орденом. Это вообще, я не знаю, даже Хабиров до этого не дошел. Вот честно. Вот один этот поступок, мягко говоря, в моих глазах Минниханова ликвидирует вообще в принципе как здравого человека. Возможно, это, конечно, в политических целях. Это какой-то хитрый шаг, да, как это принято у Минниханова лично и у татар в широком смысле. Не знаю, но это выглядело крайне ужасно. Если не знаете, о чем речь, посмотрите. Когда сын Кадырова Адам избил в СИЗО заключенного, за это Минниханов наградил того орденом. Вместо того, чтобы призывать к справедливому суду, он дал ему орден. А потом, к примеру Минниханова, последовали еще некоторые главы регионов. Ой. Оба манкурты, что Хабиров, что Минниханов, пишет Азат. Скажу как человек, у которого мать татарка, отец башкир. Да, а у меня наоборот, формально, по крайней мере. И это, мне кажется, прекрасно. Чувствовать себя человеком в этом смысле всего татаро-башкортостанского вот этого Поволжья, если хотите. Вот. Любить и понимать оба языка, разговаривать на обоих языках, и это, по-моему, замечательно. Ну что ж, мы заканчиваем. Уже 50 минут в эфире. Пора закругляться. Я благодарю всех за участие, как всегда. Мы в будни встречаемся буквально каждый день. Я думаю, что и на этой неделе продолжим это делать. Про лайки, пожалуйста, не забывайте. Вчера по итогам понедельника вас было очень много, хорошо, и комментарии есть, и лайки. Я всех ценю и благодарю за это.
Давайте посмотрим еще чаты. Ну, в общем, все. Все. Будьте здоровы. До встречи завтра. Всем пока.